В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Марьяна Кутукова. Инвестпрограмма российских железных дорог на 2019 год составит более 680 миллиардов рублей. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Планируемый объем инвестпрограммы на 2019 год составит более 680 миллиардов рублей, на 2020 год свыше 820 миллиардов рублей, на 2021 год 745 миллиардов рублей. Здесь возможны корректировки и в ту, и в другую сторону, в зависимости от того, как будут расставлены приоритеты и как будут осваиваться эти средства. Направить их, конечно, нужно на решение наиболее важных задач, которые стоят перед российскими железными дорогами, сказал Медведев. Медведев добавил, речь идет о реализации проектов комплексного плана расширения магистральной инфраструктуры. Это увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба, развитие подходов к портам Дальнего Востока, Северо-Запада и Юга России. Он также отметил, что пассажиропоток на железнодорожном транспорте в России за ближайшие 3 года должен вырасти почти на 7%, а грузооборот почти на 8%. Тем временем железные дороги Якутии превысили грузоперевозки на 15% по сравнению с прошлым годом. За 10 месяцев текущего года компания перевезла более 4,5 миллионов тонн грузов. По прогнозам, за весь этот год перевозка грузов по железнодорожному участку Нерюнгри-Пассажирская Томмот составит более 5,5 миллионов тонн. Это продовольственные грузы, нефтепродукты, уголь и еще десятки разнообразных грузов в контейнерах. Напомним, что с начала текущего года решением правительства России распространены единые тарифы российских железных дорог на перевозку грузов по инфраструктуре компании «Железные дороги Якутии». Это привело к значительному снижению стоимости перевозок по участку Нерюнгри-Пассажирская Томмот. Снижение составило от 19 до 75%. Реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2018 года могут снизиться. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Ожидалось, что в этом году у нас будет наблюдаться рост доходов населения, но сейчас мы видим риски, что темпы роста будут или нулевыми, или даже отрицательными. За последние 4 года реальные располагаемые доходы россиян упали на 11%, сказал он. Ранее Минэкономразвития России ожидало, что реальные доходы населения в этом году впервые за несколько лет перейдут к росту. Однако, по данным Росстата, в сентябре текущего года по сравнению с августом они не изменились, но снизились на 1,5% к сентябрю прошлого года. Проект трехлетнего бюджета Якутии, внесенный в Илтумен Айсеном Николаевым, рассмотрен на публичных слушаниях. По словам министра финансов региона Валерия Жандорова, темпы роста госдолга должны соответствовать темпам роста налоговых и неналоговых доходов государственного бюджета республики. Министр сообщил, что доходная часть бюджета на 2019 год прогнозируется в объеме 180 миллиардов 241 миллион рублей. В 2020 году 116 миллиардов 643 миллиона рублей, в 2021 году 169 миллиардов 251 миллион рублей. Расходная часть в 2019 году составит 181 миллиард 376 миллионов рублей, в 2020 году 167 миллиардов 643 миллиона, в 2021 году 170 миллиардов 251 миллион рублей. Объем государственного долга в 2019 году составит 53 миллиарда 158 миллионов рублей, в 2020 году 52 миллиарда 809 миллионов, в 2021 году 53 миллиарда 242 миллиона рублей. Глава Якутии Айсен Николаев ранее заявил о социальной ориентированности бюджета республики на предстоящие 3 года. Лидер поставил перед Кабмином приоритетные задачи: улучшение качества жизни граждан, исполнение социальных гарантий, расходовать средства эффективно, не допускать разбалансированности бюджета. Якутия в этом году может получить порядка 60 миллиардов рублей из федерального бюджета на реализацию программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, сообщил министр архитектуры и строительного комплекса региона Павел Аргунов. В рамках нового этапа федеральной программы Якутии планируют направить порядка 60 миллиардов рублей. Однако окончательная сумма будет утверждена в феврале следующего года. Общая площадь ветхого жилья в республике составляет около 1,3 миллионов квадратных метров. Это один из самых больших объемов среди всех регионов страны. На расселение такого объема аварийного жилищного фонда требуется порядка 80 миллиардов рублей, сказал Аргунов.
Напомним, предыдущую аналогичную программу Якутия выполнила на 97%. Сегодня из-за недобросовестного подрядчика не завершено строительство 5 домов в поселке Серебряный Бор Нерюнгринского района. В городе Ленск застройщик не сдал еще один дом. Всего не расселено 255 аварийных помещений. Из-за таких нареканий по сроку и качеству новая программа переселения граждан из ветхого жилья начнется с 1 января следующего года. Власти Якутии заинтересованы в реализации проектов в сфере мусоропереработки, переработки сельхозпродукции дикоросов на территории республики при поддержке японских компаний. Об этом по итогам переговоров с генеральным консулом Японии в Хабаровске Масанори Фукусимой сообщил глава Якутии Айсен Николаев. Мы удовлетворены динамичным развитием якутско-японских отношений. Есть ряд предложений со стороны японских компаний в части разработки проектов по мусоропереработке, переработке сельхозпродукции дикоросов в нашей республике. Большой интерес японской стороны вызывают вопросы развития двустороннего туризма. Я получил предложение правительства Японии посетить страну в ближайшее время для конкретного изучения и практической реализации совместных проектов, которые находятся на стадии проработки, сказал Николаев. Тем временем делегации Якутии принимают участие в российско-корейском форуме. В город Пхохан Южной Кореи съехались представители всех регионов Дальнего Востока. Основная задача – развитие совместного сотрудничества и реализация конкретных проектов. По словам министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолия Семенова, стороны договорились о сотрудничестве в области биотехнологий. Это одна из задач, обозначенных в указе главы Айсена Николаева об инновационном и цифровом развитии. Мы посетили бизнес-акселератор Spark Labs и обсудили варианты сотрудничества и партнерства с нашим акселератором, который мы запускаем в феврале следующего года. Ведем переговоры с Корейским биотехнологическим центром для открытия совместных лабораторий и реализации совместных проектов. Я думаю, данный форум станет отправной точкой наших взаимовыгодных двухсторонних отношений. Подготовим перечень наших проектов и начнем отрабатывать по каждому из них, сообщил Семенов. По данным Центробанка России, сегодня курс доллара составляет 66 рублей 22 копейки. С момента определения последнего официального курса доллар немного вырос. Изменения составили 0,12 копеек. Ну а курс евро на сегодня немного подешевел на 0,01 копейку и составляет 75 рублей 67 копеек. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.